в старших классах меня больше всего поразило мое знакомство с группой «Второе дыхание». Несмотря на то, что я вроде была и комсомольцем, и достаточно таким уравновешенным человеком, но тем не менее, вот, видимо, это юношеский бунт, вот это все. Я, конечно же, начала слушать кассеты на пластинках вот этих прозрачных рок, поп и так далее. И когда я узнала, что в «Строителе» есть группа «Второе дыхание», которая один в один поет Deep Purple, Pink Floyd, Uriah Heep, и это действительно так и оказалось, я была в шоке. Как в нашем таком маленьком Сыктывкаре могут появиться вот такие талантливые ребята. И потом мы с ними познакомились и подружились. Это вообще были замечательные ребята. Замечательные. Это какие года были? 80-е? Это были, в 76-м я закончила, 75-й, 76-й, 77-й, вот эти вот годы. Это в «Строителе», в клубе «Строитель». Тогда очень популярные такие были танцы. Дискотек тогда не было, были танцы. А у этих ребят, у них были фанаты какие-то? Ой, мне кажется, вообще вся молодежь была фанатами. Потому что они в один выдавали такие мощные вещи. У вас, я знаю, что был когда-то Павел Ковришка. Да. Вы его записывали. Он не рассказывал про эту историю? Я не знал, что он... Я вообще не знал, Он что не сразу туда пришел, он пришел попозже. А он там был? Да, он там на саксофоне, тоже на бас-гитаре, по-моему, играл. А вот изначально это Володя Орлов, его Боб звали ребята, Милюков Володя, Саша Модин. Они вот, а это просто звезды. Это просто звезды. Таких музыкантов больше здесь не было. И вот Павел Ковришка, вот он тоже.